Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Отсутствие жизненной энергии, нежелание встать с кровати, плохое настроение на протяжении долгого времени и даже нежелание жить – все это признаки депрессии. Депрессивное состояние плохо сказывается на здоровье и общем самочувствии человека. Как избежать подобных состояний? От чего это зависит? Такова тема разговора сегодня. Наш гость в студии Валентин Дмитриев, медицинский психолог, отделение телефона доверия психотерапевтического центра Якутского республиканского психоневрологического диспансера. Валентин Альбертович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот депрессия, да, как правило, человек подвержен чаще всего в зимний период. Вот с чем связана сезонность депрессии? Во-первых, давайте определим, что такое депрессия, да, и отделим от плохого настроения. Значит, депрессия – это психическое расстройство, то есть это заболевание. Соответственно, оно обязательно требует лечения и помощи специалистов. Оно отличается от плохого настроения, от усталости. И действительно есть такое понятие, как сезонное аффективное расстройство, да, как частный случай депрессии. Оно связано с уменьшением количества, значит, солнечного света, и у человека увеличивается выработка мелатонина, то есть гормона, который отвечает за засыпание в связи, и, во-вторых, уменьшается количество серотонина, то есть химического вещества, которое отвечает за хорошее настроение и эмоциональную устойчивость. Надо понимать, что это касается всех людей, да, в осенне-зимний период, но все-таки депрессия, как психическое расстройство, сезонная, она возникает не у всех. Ну, то есть основной причиной можно назвать нехватку солнечного света, да? Да. Вот может ли сезонная депрессия быть связана, например, с недостатком различных витаминов, Да, конечно, например, витамина D? Конечно, витамин D, он в том числе синтезируется за счет попадания ультрафиолетовых лучей, да, на кожу человека. И, соответственно, тоже есть такое понятие, как светотерапия. То есть вообще, если у человека пониженное настроение зимой, нужно стараться больше выбираться в дневное время на улицу. Вот, есть методы светотерапии. То есть нужно себе помогать. Вот, а правда ли, что депрессии больше подвержены женщины? Да? Если да, то почему? Во-первых, стоит отметить, что депрессии, в принципе, все подвержены. И дети, и мужчины, и женщины, и пожилые люди. Но поскольку у женщины есть определенные особенности психики, женщины чаще берут вину на себя в жизненных неудачах. Они, скажем, более критично к себе относятся, считают себя более некомпетентными, да, в определенных жизненных неудачах. Во-вторых, все-таки женщины острее воспринимают возрастные изменения. Это очень важный момент. И женщинам нужно прилагать больше усилий для достижения каких-то жизненных успехов. Да, это, к сожалению, связано с гендерными стереотипами, которые есть в обществе. Но если говорить о возрасте, да, то есть с годами, да, депрессия у нас становится старше, да, эта болезнь? Да, Или да. все-таки у молодежи тоже присутствует? Может быть, у всех, просто есть своя специфика. Да, в частности, вот у пожилых людей, это связано, во-первых, с тем, что их дети вырастают, часто уезжают в другие города, и они уже не чувствуют себя нужными, да, то есть пожилые люди. И, во-вторых, связано с тем, что с выходом на пенсию. Да. То есть, опять же, вот эта профессиональная, скажем, ненужность, да, и вот это личностное, вот это ощущение своей ненужности, незначимости, оно тоже вызывает депрессию и в пожилом возрасте. Поэтому обязательно в пожилом возрасте нужно, во-первых, внимание детей. Я как человек, работавший в доме престарелых, я прекрасно знаю, что и то, что внимание родственников, внимание близких, оно напрямую влияет на продолжительность жизни пожилых людей. И, во-вторых, нужно найти какое-то значимое занятие. Хорошо, если у семьи есть дача, где можно заниматься огородом, да, то есть вот это чувство нужности, оно напрямую влияет на продолжительность жизни. Но, опять же, стоит отметить, да, что, подчеркиваю, что депрессия – это психическое расстройство. То есть и у пожилых людей им тоже нужно лечение, тоже нужна помощь. Но, к сожалению, как мы понимаем, редко обращаются. Ну вот давайте назовем самые явные признаки депрессии. Есть несколько степеней депрессии. Во-первых, легкая, средняя и тяжелая. При легкой степени это ангидония, это невозможность порадоваться. Это самый главный признак. Второй – утомляемость и слабость. И пониженное настроение, да, в течение 2 недель и больше. То есть вот это основные признаки легкой степени депрессии.
При средней степени уже проявляются, значит, пессимистическое видение будущего, вот это разочарование в жизни, да, может возникнуть заторможенность или наоборот беспокойство, нарушение функции сна, аппетита, вот эти признаки средней депрессии, чувство тоски, может быть чувство безнадежности. И при тяжелой степени уже могут появиться суицидальные мысли. Это требует обязательной психиатрической помощи. Ну, в целом человек просто лежит, бывает, часто тогда не Да, двигается, да, ему да. не хочется ничего делать, Да, полная да, апатия, да, да, то да. есть Но это меньше опять- общается со своими но, родными, с друзьями, но это опять практически же не общается, наверное. это зависит опять же от степени депрессии. Мгм. Все-таки люди могут в легкой степени депрессии жить и десятилетиями, особенно при наличии каких-то протектирующих, то есть защищающих факторов, да, как наличие любимой работы, может быть, семейная поддержка и так далее. Ну, вот часто депрессию путают с выгоранием. Как можно отличить одно от Значит, другого? синдром эмоционального выгорания, он связан с эмоциональным истощением, в частности, в профессиях, связанных с работой с людьми. И такое бывает у врачей, педагогов, психологов, полицейских, продавцов, юристов. Это эмоциональное истощение начинается из-за того, что очень много людей проходит, да, и человек не может глубоко погрузиться в ощущение как бы полезности, результативности своей работы. Он как бы не видит результатов своей работы, иногда сталкивается с негативным отношением. И следующий признак после эмоционального истощения – это часто цинизм. Цинизм, опять же, бывает здоровый, то есть, ну, это здоровый цинизм, это нормальное отношение, да, потому что все-таки, если врач будет очень сильно переживать эмоционально, да, за своих пациентов, ему будет тяжело. И есть негативный цинизм. Значит, негативный цинизм – это уже ненависть, в которой может проявляться и к там, пациентам, клиентам, и к коллегам. И негативный цинизм чем опасен? Тем, что он может вызвать расчеловечивание. То есть, когда ну, просто такое отношение уже ну, не как к людям, да? И вот эта возможность совершения уже каких-то противозаконных действий в том числе, да? Вот, Может привести да, к да, каким-то к действиям, таким да? вещам. Такое состояние. И, да, и третье – это обесценивание своих профессиональных достижений. Потому что если человек вот, ну, не любит свою работу, ему уже без разницы, он не ходит там, на курсы повышения квалификации, он не обучается, и уже ну, человек себя не ценит как специалиста. Ну вот выгорание, да, наверное, оно может быстро пройти, в принципе, оно Да, может ну, быть например, практически у каждого, да, можно там да, поспать, выспаться, да, отдохнуть и ну, вернуться к работе, да? возможно, при смене работы тоже. Или Смена при смене работы, работы, может тоже быть, да? такое. А депрессия – это все-таки, знаете, отсутствие такой фигуры на фоне, да, когда у человека фоново что-то есть, например, семья, работа, вроде бы какие-то увлечения есть, но они перестают приносить радость. И это и вот это вот чувствуется как отсутствие фигуры на фоне, да, люди говорят, что они чувствуют это как черная дыра в душе у человека появляется. То есть просто уходит вся энергия, но она не восполняется, человека ничего не радует. Ну такое же может длиться годами, да. Можно ли Такое может самостоятельно выйти из депрессии? Нет, значит, депрессия всегда требует помощи специалистов. Специалисты работают здесь врачи-психиатры, работают врачи-психотерапевты и медицинские психологи. Поскольку депрессия – это психическое расстройство, это не просто плохое настроение, оно не может пройти самостоятельно. И очень плохими советами являются, когда ну, человеку советуют там, займись спортом, значит, иди на работу. Это вызывает, то есть у человека психика, она не собирается, да, вот эти компоненты психики, познавательные, эмоциональные, волевые, они не собираются в одной точке, то есть вот, потому что фигуры нет на фоне. И вот такие советы, да, когда человеку говорят, займись спортом, это тоже напряжение, человеку нужно заставлять себя как-то собираться психологически, и это еще больше угнетает человека, приводит к чувству вины, к чувству стыда, поэтому вот ну, как-то так. Да. Ну вообще россияне, да, у нас да, жители нашей страны не привыкли обращаться к психологам, Да, да, к бывают сожалению, такие это странные советы, там, Да. пообщаться на кухне, Да, забыть, там, да, да, пообщаться да. с друзьями, собраться, еще что-то, но это же все не поможет. Еще, Вот, к сожалению, да. и усугубляет это алкоголем. Да, Да. усугубляет алкоголем, это утяжеляет Да, психическое состояние. Да. состояние, да. А вот да, ну, началась депрессия, человек уже помогает. А можно ли как-то вот помочь члену семьи, близкому человеку? Что делать? Как понять, что у человека депрессия? Ну, вот по тем признакам, которые я перечислил, да, вот это вялость, значит, пониженное настроение и ангидония, невозможность порадоваться.
Но я бы тут ставил вопрос так, скорее, как не навредить. Вот. Да, не навредить, потому что, к сожалению, часто вот таких людей в депрессии их критикуют за то, что они там ленивые, называют ленивыми, что они просто не хотят работать, да, что, ну, есть такое выражение, с жиру бесятся. Да, к сожалению, вот, во-первых, не нужно критиковать ни в коем случае. Во-вторых, опять же, да, не нужно давать вот эти советы по типу «займись спортом», значит, и так далее. В-третьих, если у человека нарушается функционирование там, бытовое, может такое быть, что человек там, лежит в кровати, он даже не может зубы почистить, не может еду себе приготовить. Нужно помочь в бытовых вопросах. И четвертое, обязательно помочь человеку обратиться к специалисту. Да, если состояние тяжелое, конечно, можно отвезти его самостоятельно, да, или позвонить на горячую линию. Ну, то есть не факт, что человек сам может согласиться, да, на общение с психологом. Да. Вот как здесь быть? То есть все-таки стоит самому, ну, заметить, что это депрессия продолжительная, да, у члена семьи, и лучше самому обратиться к специалисту, да, я так понимаю. Вот куда обращаться. Давайте переходим вот к этому вопросу. Можно позвонить на номер телефона доверия, наш 507-967, это номер телефона доверия психоневрологического диспансера. Там вас проконсультируют по поводу того, куда обращаться. Также на этот номер можно обращаться, чтобы как-то выговориться, если есть какие-то сложности. Но вообще нужно понимать, что депрессия, она все-таки через телефон не лечится. То есть нужна обязательно очная консультация психиатра, который при необходимости выпишет медикаменты. Вот если у человека не угрожающее состояние жизни или там, он не опасен для окружающих, никто его не будет ставить на учет. К сожалению, иногда этого боятся. То есть информация вообще о посещении человека медицинского учреждения — это врачебная тайна, поэтому ни в образовательном учреждении, ни работодатель, ни ГИБДД не узнают об этом факте. И обращайтесь на телефон доверия да, при необходимости. А вот что ждет, да, пациента уже непосредственно в клинике, да? То есть там будет общение со специалистами, во-первых, медикаментозное лечение. Во-первых, он посещает врача-психотерапевта, врача-психиатра. Психиатра. Если есть показания, ему выписывают медикаменты, да, то есть устанавливается диагноз и выписываются медикаменты. Могут не выписать, в принципе, достаточно будет работы с врачом-психотерапевтом или психологом. Ну, очень часто же, да, можно действительно поговорить, несколько сеансов провести, и человек, может быть, начнет выходить из такого состояния, из этого ощущения депрессии. Но по времени это может занимать совершенно индивидуально, от месяца до года и даже больше. Ну вот, да, мы уже говорили сегодня об унынии, да, вот как самостоятельно выйти из состояния уныния, как вернуться к жизни, к полноценной, если вдруг это Во-первых, происходит? нужно понимать, есть такое понятие, как мысленная или умственная жвачка. Это очень характерно для людей, находящихся в унынии. То есть они одну и ту же мысль постоянно прокручивают у себя в голове, и это состояние усугубляет, да, оно может привести к депрессии. Поэтому есть такая техника когнитивного разделения с беспокойством и катастрофизацией, называется. Нужно, во-первых, ощутить себя здесь и сейчас через ощущения, да, почувствовать свое тело, почувствовать внешние какие-то факторы и представить себя где-то на берегу реки, например, или, может быть, где-то на горе, и представить, как твои мысли плывут да, по этой реке, разные мысли. То есть ты находишься в качестве наблюдателя, какого-то созерцателя, может быть, и ты просто наблюдаешь за тем, как мысли вот эти протекают да, по реке и уплывают дальше. И не уходить в эти мысли, да, то есть если там человека какая-то мысль увлекает, нужно это заметить, себя поблагодарить за это, за наблюдательность и вернуться, отпустить ее и вернуться на берег. Ну что ж, Валентин Альбертович, большое спасибо за интересную беседу, за советы, которые вы озвучили. Я думаю, они очень помогут нашим телезрителям. Ну и желаем дальнейшей положительной, успешной работы на благо жителей нашей республики. Спасибо за приглашение. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.